Сегодня в Якутии отмечают День родного языка и письменности. Как сохранять и развивать языки народов Севера? Помогут ли в этом современные технологии? Каков интерес к языкам коренных народов Севера, других народов, проживающих в Якутии? Есть ли возможности изучения для всех желающих? Об этом мы сегодня поговорим с гостем студии, заведующей культурно-образовательным центром Национальной библиотеки Якутии Дарьей Мартыновой. Дарья Васильевна, здравствуйте. 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 Дарья Васильевна, если говорить о нынешнем состоянии языков коренных народов Якутии, как можно оценить степень владения языками самими представителями этих народов? Если говорить о якутском языке, то дела обстоят более или менее стабильно. То есть якутское население, оно сейчас по сравнению с прошлыми годами владеет якутским языком, разговаривают. Есть русскоязычные представители народа Саха, но их очень мало. А что же касается представителей коренных малочисленных народов Севера, то тут немножко проблемно, потому что языками коренных народов сейчас владеют очень мало людей и в основном в местах компактного проживания, то есть в районах. Почему сейчас у нас такая ситуация сложилась, что все меньше людей владеет коренными языками? Ну, скорее всего, это зависит от востребованности языка. Допустим, у нас два государственных языка, как мы знаем, это русский и якутский, и все дело производства у нас ведется на русском и якутском языках. А официальные языки, они являются как бы языком только общения между, допустим, сородичами, между родными. Но уже сейчас разрабатываются различные мобильные приложения, да, видеоуроки для изучения языков малочисленных коренных народов Севера. Вот насколько, на ваш взгляд, этот формат будет востребован вообще? Ну, думаю, этот формат будет востребован, потому что сейчас в основном молодежь сидит в гаджетах, во-первых, даже не только молодежь, но и наше старшее поколение. У каждого есть смартфон, и мобильное приложение, думаю, в этом поможет. Но с другой стороны, чтобы изучать тот или иной язык, гораздо проще его изучать, когда окунаешься в языковую среду. То есть, когда у человека нет возможности общаться на каких-то других языках, а есть только определенная языковая среда, на котором приходится общаться, тогда человек хочет, не хочет, он учит этот язык. То есть получается, что в семье лучше всего общаться тогда на родном языке, то есть прививать с детства детям знания родного языка, так получается? Да, разумеется, все знания родного языка вообще, они идут, во-первых, от семьи, потом уже от школы и от общества в целом. Ну 5 лет назад в столице региона проходили курсы по изучению якутского языка, притом они были популярны не только среди якутов, которые не знают родного языка, но и среди представителей других национальностей. Сейчас какова эта тенденция? Сохранилась ли она? Есть ли какой-то определенный интерес и с чем это связано? Ну прошло, как вы говорите, 5 лет, но эта тенденция до сих пор сохраняется. Вообще представители других национальностей, русские и также представители других национальностей, они хотят изучать якутский язык. Мы спрашивали у многих, почему они хотят изучать этот язык. Они говорят, что хотят понимать и говорить на языке, который вокруг них. А расскажите о курсах, которые преподаются у вас в библиотеке. С октября месяца у нас стартовал языковой лекторий. Это бесплатные языковые курсы, где бесплатно все желающие могут изучать якутский язык, эвенский язык и культуру, эвенкийский и юкагирский языки. И эти курсы языковой лектории у нас ведется на общественных началах. Все наши лекторы, они работают пока бесплатно, что немаловажно, я думаю, в наше время. А где вы нашли лекторов, допустим, юкагирского языка? Он вымирающий. Носителей вообще минимальное количество по республике. Лектором юкагирского языка является лаборант Института гуманитарных исследований Курилова Ладина Гавриловна. Мы с ней заочно были знакомы. Я сама тоже представительница малочисленного народа, по национальности я авенка. И тоже общаюсь со своими сородичами, с представителями других национальностей, да. И мы с ней были знакомы, и предложила стать и лектором на наших языковых курсах. То есть, получается, любой желающий может обратиться к вам и пройти такие курсы. А как часто они проходят?
Якутский язык у нас 4 раза, у нас 4 группы по якутскому языку, у нас 2 начинающие группы и 2 продолжающие группы. По якутскому языку у нас был вообще ажиотаж. После Нового года мы разместили объявление в социальных сетях о том, что вот набираем группу по якутскому языку. Мы рассчитывали вообще набрать одну группу, в количестве около 10-12 человек. Но у меня телефон вообще разрывался, и желающих оказалось настолько много, что нам пришлось найти еще других преподавателей. Сейчас у нас 4 лектора по якутскому языку и 4 группы, в среднем где-то по 10 человек. А кто слушатели? В основном молодежь к вам обращались или вот, наоборот старшее поколение? Ну, есть и молодежь, но большая часть это люди среднего возраста, которые уже работают. И также есть старшее поколение, людям, которым за 60, за 70 лет. Ну, с якутским понятно, а другие языки, насколько они популярны у вас? Если вот по якутскому языку к нам приходят люди разных национальностей, то по языкам коренных малочисленных народов Севера к нам приходят представители этих народов сами, которые вот по тем или иным причинам, к сожалению, утратили свои языки. Или же те, которые немножко подзабыли и хотят возобновить свое изучение. Ну, мне хотелось бы все-таки вернуться к якутскому языку. Существует такое мнение, что представителям азиатских стран легче дается обучение якутскому языку. Так ли это на самом деле или нет? Или методика может быть разная по обучению как раз-таки представителей разных народов? Ну, вообще стоит сказать, что у нас 4 лектора по якутскому языку, и у каждого нашего лектора своя методика, свой стиль преподнесения материала. И мне не кажется, я не думаю, что это зависит от национальности. То есть у нас есть представители кавказской национальности среди слушателей, которые очень хорошо уже начинают понимать. Большая часть у нас понимающие люди, которые понимают, но не могут говорить. То есть от национальности это не зависит. Ну, это уже хорошо, когда понимаешь, о чем идет речь, да? А за сколько времени, за какой период, да, можно овладеть разговорным языком? Это, во-первых, зависит от самого слушателя, от его мотивированности, от его желания. И если он будет посещать вот наши лектории без пропусков, если он будет постоянно практиковаться, если будет языковая среда, то можно даже за 3 месяца вполне научиться говорить. А есть ли подобные языковые лектории в библиотеках в других городах республики? Насчет других городов не могу сказать, но в районах, в населенных пунктах на примере Национальной библиотеки уже начинают открываться подобные языковые лектории. Например, в Момском районе у них уже работает вот такой клуб по изучению языка и культуры, да? Совсем скоро откроется в Оленёкском районе, и также в Устьянском районе тоже хотят открыть подобные лектории, и в других районах тоже. Сегодня в Якутске проводится очень множество мероприятий, посвященных Дню родного языка и письменности. К примеру, такой необычный, наверное, формат, как Всероссийский чемпионат по чтению вслух под названием «Открой рот». А есть ли в вашей библиотеке подобные курсы чтецов? Конкурсы чтецов, разумеется, мы планируем в этом году 3 конкурса чтецов. Это конкурс чтецов на языках коренных малочисленных народов Севера, который проходит в течение вот этого февраля. Также у нас будет конкурс чтецов, посвященный юбилею Пушкина. И еще один, также будет еще один конкурс чтецов, который пройдет чуть позже, ближе к осени. Немножко остановлюсь на конкурсе чтецов на языках коренных малочисленных народов Севера. Мы принимаем конкурсные работы в видеоформате. То есть люди записывают на видео, там, где они декламируют прозаическое или поэтическое произведение автора на языке малочисленного народа Севера. И длительность видео она не должна превышать 5 минут. Дарья Васильевна, большое спасибо, что ответили на наши вопросы.